Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех вас на мероприятиях, посвященных Дню молодого педагога. И сегодня залы Коми Республиканского института развития образования объединили молодых специалистов из сферы общего, дополнительного и профессионального образования. Мы рады приветствовать вас и желаем вам успехов в нашей сегодняшней работе на тех мероприятиях, которые мы с вами запланировали. Организатором мероприятия выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования, а также Коми Республиканская организация профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Для приветствия участников Дня молодого педагога мы приглашаем заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олега Александровича Холбова. Добрый день, уважаемые коллеги. От имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я рад приветствовать всех участников Дня молодого педагога, который уже стал доброй традицией в рамках реализации мероприятий программы Республиканского форума образования государства общества. Несмотря на все инновации в образовании, на все новые цифровые решения, электронные решения, которые у нас стремительно входят в сферу нашей профессиональной деятельности, ключевой фигурой в отрасли, несомненно, безусловно, является педагог. Педагог, обладающий актуальными компетенциями, способный стать партнером и наставником ребятам, нашему подрастающему поколению. И мы очень рады, что ежегодно к нашему педагогическому сообществу присоединяются молодые специалисты, молодые педагоги. На самом деле мне очень приятно, очень отрадно сейчас смотреть в этом зале столько молодых людей, которые решили связать свою жизнь на самом деле с очень сложной, но в то же время благородной профессией. Этот проект очень важен для нас. Мы хотим, чтобы вы с первого дня работы в отрасли ощущали нашу поддержку, ощущали присутствие своих коллег, наставников, чтобы они передали вам те знания, те компетенции, которыми они обладают, чтобы в дальнейшем вы уже могли работать с нашими детьми. Спасибо. Благодарим вас, Олег Александрович. Для приветствия участников Дня молодого педагога мы приглашаем ректора Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования, кандидат филологических наук, доцента Галину Владимировну Китайгородскую. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемое профессиональное сообщество. Я очень рада, что ежегодно мы проводим День молодого педагога. И для нас это очень важное, значимое профессиональное событие. Мы сегодня осознаем, что действительно в отрасли образования сформировано профессиональное сообщество молодых педагогов. И очень важно, действительно, я еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня в этом зале молодые педагоги и их наставники. И мы осознаем, что мы готовы сопровождать каждого из вас. И содержательно мы таким образом выстраиваем нашу работу, чтобы вы, как уже говорили, чувствовали и нашу поддержку, но мы понимаем, что вы наше настоящее и вы наше будущее. Сегодня мы все включены в национальный проект образования. Вы понимаете, коллеги, смыслы каждого федерального проекта. Особое значение для нас имеет, конечно, проект «Учитель будущего». В рамках данного проекта разработан ряд мероприятий по профессиональной, методической и финансовой поддержке молодых педагогов. Я хочу напомнить нашу с вами цель нашей с вами работы. Президент Российской Федерации определил, что наша с вами общенациональная цель – это формирование гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. А что же такое ценности, которые мы с вами, уважаемые коллеги, должны взять за основу формирования будущего наших детей?
Это тот нравственный ряд смыслов, понятий, который для вас является уже стержнем вашей профессиональной деятельности. Поэтому я хочу пожелать, чтобы в течение этого профессионального важного дня вы еще раз задумались, что такое для каждого из нас профессиональная ценность, нравственная ценность, духовная ценность. Потому что если мы с вами включены в данный процесс формирования нашего молодого будущего поколения, мы с вами должны осознавать наши с вами стержневые ценности. Я очень благодарна вам, вашим наставникам, что вы находите свое профессиональное время, что вы включаетесь в новое для республики конкурсное движение, и что вы сегодня готовы в течение целого дня сопровождать наш день благодаря вашим вопросам, благодаря профессиональным задачам. Я очень надеюсь, что мы от проблем и задач сегодня, в завершении дня, перейдем к результатам, которые станут основанием для нашей будущей работы. Я надеюсь, что сегодняшний день будет очень для вас важным, профессионально насыщенным, но и коллектив нашего института будет рад ответить на все ваши вопросы. Мы сегодня для вас подобрали экспертов, профессиональных спикеров, которые будут работать вместе с вами в течение всего дня. Уважаемые коллеги, я желаю вам сегодня насытиться новыми профессиональными смыслами и новым содержанием, который позволит вам в течение всего следующего учебного года идти только вперед на пути нашего с вами профессионального развития. Удачи и успехов каждому из вас. Спасибо, Галина Владимировна. Присаживайтесь. Уважаемые друзья, мы переходим к торжественной части, связанной с вручением наград победителям и призерам республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги». Прежде чем мы приступим к самой церемонии, мне хотелось бы рассказать в нескольких словах об этом конкурсе. В 2019 году, этот год был для нас действительно знаковый, мы получили 124 конкурсные работы, которых было довольно-таки много по сравнению с предыдущими годами. Наибольшее количество работ было представлено в номинации «Молодой учитель». Таких работ было 74. В меньшей степени молодой управленец, поскольку действительно заместитель директоров, возможно, и самих директоров образовательных организаций со стажем до 5 лет не так много. Их было всего 4 работы. Примерно 15% участников имеют педагогический стаж работы до 1 года, что тоже очень отрадно и приятно, когда действительно с самых первых дней своей профессиональной деятельности в образовательной организации молодой педагог принимает участие в подобных конкурсах. Также мне хочется отметить, что наибольшее количество работ было представлено молодыми специалистами Сыктывкара, Воркуты и Сыктывдинского района. Ну что ж, уважаемые друзья, давайте начнем нашу церемонию. И я хочу пригласить сюда для вручения наград заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Олега Александровича Попова и ректора Коми Республиканского института развития образования Галину Владимировну Китайгородскую. Наш конкурс проводился по 5 номинациям, и в 5 номинациях у нас есть победители. В номинации «Молодой педагог профессионального образования» диплом за первое место вручается Игошеву Руслану Сергеевичу, преподавателю Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский автомеханический техникум. Поздравляем! В номинации «Молодой педагог профессионального образования» диплом за первое место вручается Баранову Илье Владимировичу, преподавателю Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский политехнический техникум. Я, Владимир, очень рада вас видеть. Удачи.
В номинации «Молодой педагог профессионального образования» диплом за второе место вручается Михеевой Татьяне Александровне, преподавателю Государственного профессионального образовательного учреждения Печорский промышленный экономический техникум. Ее сегодня нет, но мы ее поздравляем и передадим. Это город Печора. А мы переходим в номинацию «Молодой управленец». В номинации «Молодой управленец» диплом за первое место вручается Андрющенко Елене Яковлевне, директору муниципального бюджетного образовательного учреждения, общеобразовательного учреждения, основная общеобразовательная школа, село Устюгта, Сосногорский район. Мы вас поздравляем, очень надеемся, что вы будете участвовать в конкурсе «Лучший директор школы». В номинации «Молодой управленец» диплом за второе место вручается Дуркиной Анне Ивановне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 28 города Сыктывкара. Спасибо большое. А мы переходим в номинацию «Молодой воспитатель дошкольных образовательных организаций». Диплом за первое место в этой номинации вручается Серовой Анне Сергеевне, воспитателю детского сада номер 21 общеразвивающего вида, город Ухта. Спасибо, это очень важно. Мы надеемся, что все будут включены в мероприятие. Спасибо большое. В номинации «Молодой воспитатель дошкольных образовательных организаций» диплом за второе место вручается Логиновой Валентине Николаевне, воспитателю детского сада номер 7 общеразвивающего вида села Выльгород. В номинации «Молодой воспитатель дошкольных образовательных организаций» диплом за третье место вручается Гудковой Алене Григорьевне, инструктору по физической культуре детского сада номер 5 «Елочка» города Воркуты. Мы ее поздравляем. Она сегодня не присутствует, но обязательно получит свои подарки. А мы переходим в номинацию «Молодой педагог дополнительного образования». Диплом за первое место в этой номинации вручается Сумарокову Константину Николаевичу, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества города Воркуты. Мы поздравляем Константина Николаевича и тоже передадим обязательно ему подарок. В номинации «Молодой педагог дополнительного образования» диплом за первое место вручается Филипповой Татьяне Анатольевне, педагогу дополнительного образования Центра детского творчества города Сыктывкар. В номинации «Молодой педагог дополнительного образования» диплом за второе место вручается Щепиной Екатерине Алексеевне, педагогу дополнительного образования районного центра детского творчества «Исток» села Визинга. В этой же номинации диплом за второе место вручается Золотаревой Оксане Андреевне, педагогу дополнительного образования Республиканского центра экологического образования. И в номинации «Молодой педагог дополнительного образования» диплом за второе место вручается Стрекаловой Светлане Александровне, педагогу дополнительного образования Республиканского центра экологического образования. А мы переходим в номинацию «Молодой учитель». Самую емкую по количеству работы. Действительно, для членов жюри, экспертов было довольно-таки сложно принять решение, кому же непосредственно будут вручены дипломы за первое, второе и третье места. Диплом за первое место в данной номинации вручается Белой Надежде Владимировне,
учителю математики средней общеобразовательной школы номер 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Малышева, город Сыктывкар. Диплом за первое место в номинации «Молодой учитель» также вручается Мальцевой Марии Сергеевне, учителю математики средней общеобразовательной школы номер 30, город Сыктывкар. Диплом за второе место в номинации «Молодой учитель» вручается Улешовой Марии Виталиевне, учителю математики средней общеобразовательной школы номер 14, город Ухта, поселок Водный. Мы обязательно передадим Марии Виталиевне наши поздравления и подарки. И диплом за третье место в номинации «Молодой учитель» вручается Кожевиной Екатерине Сергеевне, учителю начальных классов Выльгородской средней общеобразовательной школы номер 2. Мы благодарим вас, Олег Александрович и Галина Владимировна, и просим пройти в зал. Уважаемые участники, уважаемые победители и призеры, хочется от всего имени нашего оргкомитета, от всех нас поздравить вас с этой победой и пожелать вам профессиональных и творческих успехов, пожелать вам поиска новых, возможно, технологий, методов обучения и не только. И в преддверии профессионального праздника Дня Учителя хочется поздравить вас с наступающим Днем Учителя и пожелать всего самого наилучшего. Загадайте все те желания, которые вы хотите, чтобы они действительно были исполнены, и пусть они всегда сбудутся. Я предоставляю слово Олегу Александровичу. Я присоединяюсь к словам Александра Викторовича, и в преддверии нашего с вами профессионального праздника, я хочу поздравить вас с Днем Учителя, прежде всего поблагодарить за то, что вы решили присоединиться к нашему большому педагогическому сообществу. Желаю вам, чтобы вы не потеряли интерес к этой профессии, а с каждым днем осознавали, понимали, что на самом деле это был правильный выбор, и эта работа, чтобы каждый день приносила вам только удовольствие. Спасибо. Уважаемые участники, к нам присоединяется Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, итак, мы подходим к завершению нашей первой очень важной части. Мы действительно рады, что в этом году количество участников конкурса «Первые шаги» увеличилось в 4 раза. Мы осознаем, как важно для вас сегодня продемонстрировать свои же профессиональные достижения. Я очень рада, что в течение этого года мы действительно обрели лидеров, молодых педагогов, которые сегодня готовы повести за собой. И тех, кого мы сегодня наградили, мы действительно сегодня воспринимаем как наших педагогов, которые будут формировать ассоциацию молодых педагогов. Поэтому у вас очень непростая, важная профессиональная задача. Вы должны сегодня вести за собой. То есть вы показываете сегодня не только свой профессиональный результат, но вы понимаете, что об этом результате должны знать. Уважаемые коллеги, мы готовы вас сопровождать. Очень много мероприятий сегодня проходит на уровне Российской Федерации. И сегодня, дорогие наставники, которые сегодня рядом с вами, они готовы вместе с вами идти уже на следующий этап. Коллеги, мы действительно сегодня показываем хорошие результаты по различным направлениям деятельности нашей системы. Поэтому вы наши и настоящие, и будущие. И целый день сегодня мы будем работать вместе с вами. И, наверное, в завершении мы будем, когда подводить результаты, мы очень надеемся, что мы придем очень к важным профессиональным решениям. И я понимаю, что сегодня у всех разные графики, и позвольте мне, конечно, тоже присоединиться к словам поздравлений. 5 октября – Международный день учителей. Я очень надеюсь, что и в ваш адрес поступят поздравления от ваших учеников и от родителей.
и от ваших коллег. И вы тоже будете поздравлять наше профессиональное сообщество. И только в единстве наша профессиональная сила. Поэтому, уважаемые коллеги, всех нас с международным праздником учителя, всех благ, здоровья и только положительных эмоций. Удачи! Спасибо, Галина Владимировна. Ну что ж, уважаемые участники Дня молодого педагога, мы переходим к основному содержанию нашей сегодняшней встречи. Я хочу обратить ваше внимание на программы. В данном случае они у вас есть на руках. И хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые моменты. В самом начале у нас с вами состоится панельная дискуссия «Образование 2030. Ожидания и пути их достижения». Ведущим данной панельной дискуссии буду я. Меня зовут Аверин Александр Викторович. Я являюсь заведующим Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. После этого в 112-й аудитории на первом этаже в стороне гардероба у нас будет проведена кофе-пауза, и где вы можете в данном случае немножечко отдохнуть от первой части, а далее все мероприятия до обеда также продолжатся в этой аудитории. У нас с вами запланирована информационная сессия «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога», где вы можете задать непосредственно вопросы, интересующие вас с точки зрения нормативно-правового обеспечения, Бобылеву Сергею Владимировичу, главному правовому инспектору Коми Республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Также будет проведена стратегическая сессия. Ее ведущей станет Ныркова Светлана Анатольевна, заведующий Центром аттестации. Развитие профессиональных компетенций современного педагога от теории к практике. Примерно с 13:00 до 14:00 у нас запланирован обед в данном случае. И с 2 часов мы начинаем с вами уже участвовать в кейсах и в мастер-классах. Они запланированы у нас примерно на 1,5 часа, то есть по 45 минут на каждый мастер-класс или кейс. Примерно в половину 4-го, то есть в 15:30, запланирована интерактивная деловая игра, которая называется «Трудности молодого педагога и пути их преодоления». Данная игра проводится с целью актуализации тех профессиональных затруднений, которые свойственны в данном случае молодым специалистам, а также в целях планирования деятельности, в том числе и Комреспубликанского института развития образования с молодыми специалистами. Ну и по окончании данной игры у нас состоится с вами закрытие площадки. Уважаемые участники Дня молодого педагога, как уже анонсировала Галина Владимировна, вы сегодня можете напрямую задавать непосредственно вопросы экспертам, или, если такой формат не очень для вас удобен, вы можете свои вопросы фиксировать на отдельных листах и передавать их непосредственно мне. Я буду сопровождать данное мероприятие в течение всего дня, и поэтому мы можем сориентироваться, что же вас интересует и так далее. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы по организации работы сегодняшнего дня? Мы готовы на них ответить. Если нет, то мы приступаем непосредственно к панельной дискуссии, которая звучит у нас следующим образом. Образование 2030 или 2030 год, в данном случае оно ассоциируется непосредственно именно с этой датой. Ожидания и пути их достижения. Формат панельной дискуссии всегда предполагает непосредственно участников. Возможно, оппонентов, возможно, сотрудников, возможно, коллег и так далее. Для того, чтобы они у нас появились, мы проведем с вами работу следующим образом. Мне хотелось бы в самом начале, возможно, кому-то рассказать, возможно, кому-то напомнить о тех вызовах, которые стоят перед современным, в том числе и российским образованием, на уровне непосредственно мировых подходов. Кроме этого, мне хотелось бы вместе с вами обсудить один из дискуссионных вопросов, работая в данном случае в микрогруппах. И спикеры этих микрогрупп как раз и станут участниками
панельной дискуссии, отвечая на главный вопрос, который мы зададим сами себе. Итак, 2030 год – это тот или та, наверное, точка, временная точка, которой, по мнению и мировых, в данном случае, проектов, и в том числе проектов в сфере образования, которые есть и в нашей стране, должны произойти непосредственно глобальные колоссальные изменения. Да, мы с вами знаем о национальном проекте, мы с вами знаем, что есть и иные точки, например, 2024 год и так далее. Сегодня мне хотелось бы уйти немножко в сторону от непосредственно реалий нашего российского образования, для того, чтобы посмотреть, насколько мы в рамках ожиданий, так скажем, глобальных, более глобальных, да, как мы выглядим, насколько мы этому соответствуем. В середине 20-го столетия сложилось определенное представление о необходимом, так скажем, о необходимых качествах человеческого капитала. Фактически это достаточно схожее предметное содержание, которое выступало одной из составных частей общей культуры непосредственно человека. Однако уже в этот период возникают непосредственно проекты, которые анонсируют, что достаточно четко определенное предметное содержание не всегда отвечает реалиям времени, потому что у нас есть вызовы, которым мы должны непосредственно соответствовать, на которые мы должны непосредственно реагировать. И в качестве таковых это, конечно же, можно сказать, требования, которые пришли непосредственно из бизнеса, со стороны бизнеса, как одна из составляющих. В частности, это было обусловлено изменением рынка труда, структуры трудовых ресурсов, самих технологий, которые использовались непосредственно. И, соответственно, это все влияло на те изменения, которые происходили в сфере образования. И это не только касалось, например, системы общего образования, но это касалось и системы профессионального образования. Также нужно отметить, что наше время, оно становится в данном случае более неопределенным. И как раз именно ситуация неопределенности требует от человека на любой стадии его развития, будь то это ребенок дошкольной образовательной организации, либо ученик школы, или студент непосредственно профессиональной образовательной организации, уметь реагировать на эту неопределенность. И причем быть социализированным в ней и сосуществовать достаточно гармонично. Кроме этого, нужно отметить, что в большинстве, особенно стран с активно развивающимися экономиками, выше на уровень понимания как компетентности, так и грамотности. И к 2010 году этот список грамотности насчитывал уже непосредственно порядка 50. Самый известный, который, возможно, у вас на слуху, это финансовая, допустим, грамотность, экологическая, правовая и так далее, и так далее. И в этот период формулируется так называемый контур или абрис, если хотите, так называемой глобальной компетентности. Я позволю себе несколько процитировать, так скажем, да, составляющие подобной глобальной компетентности. В частности, какие умения, навыки, установки, знания человека необходимы? Это рассмотрение проблемы с различных позиций, локальных, глобальных, межкультурных. Это понимание и уважение картины мира с точки зрения других людей. Это участие в открытом и эффективном взаимодействии с представителями различных культур. Это приложение усилий для обеспечения коллективного благополучия и устойчивого развития. В мировой практике, собственно, как и в отечественной, появляется несколько непосредственно подобных проектов. И, в частности, одним из таковых выступает так называемый проект непосредственно «Образование 2030», ну или в данном случае более правильное название «Будущее образования и навыков. Образование 2030». Хочется отметить, что подобный проект поставил перед собой цель ответить на несколько глобальных вопросов. В частности,
Этот проект позволяет получить ответ странам, участникам, так скажем, да, реализации этого проекта на два вопроса. Какие знания, умения и личностные характеристики понадобятся учащимся, чтобы привести мир в процветание? То есть не к обладанию ограниченными, допустим, ресурсами и на этом фоне, например, возникающие какие-то определенные, может быть, конфликты и так далее, а именно ко всеобщему процветанию и в данном случае благополучию. И какие стандарты будут способствовать эффективному развитию этих знаний, умений и личностных непосредственных характеристик. В частности, данный слайд демонстрирует в данном случае такие компетенции, как создание новых ценностей, то есть для того, чтобы успешно справиться с предстоящими вызовами, в данном случае человек должен думать творчески на любом этапе его развития, будь то это ребенок, либо ученик и так далее. Развивать новые продукты и сервисы, создавать рабочие места, новые предприятия, секторы социальной модели и так далее. Это, конечно же, готовность к разрешению проблем и противоречий. И самое главное – это принятие ответственности. И вы сегодня уже слышали, подобная цель стоит перед нашим российским, в данном случае, образованием. То есть воспитание социально ответственной личности как таковой. Это не единственный проект, и еще один из таковых – это навыки 21 века, где дифференциация осуществляется, в общем-то, по 3 группам. Считается, что в данном проекте подобная дифференциация возможна на уровне так называемых базовых навыков, компетенций и личностных качеств. Понятие «базовые навыки» достаточно часто встречалось в различных психолого-педагогических исследованиях, и к их числу, например, относят навыки чтения и письма, математическая грамотность, естественно, научная грамотность, ИКТ-грамотность, финансовая грамотность, культурная грамотность, гражданская грамотность. Компетенциям, которые тоже, я думаю, всем уже известны, так называемые 4К. Критическое мышление, связанное с решением задач. Креативность, умение общаться, то есть коммуникация, и умение работать в команде, то есть кооперация. Иногда сейчас я называю достаточно активно коллаборация. И в связи с этим, посмотрите, пожалуйста, вы видите, что современная система российского образования в реализуемых федеральных государственных образовательных стандартах, она отвечает, возможно, пока не всем, да, но, по крайней мере, большей частью тех требований, по сути, или тех, можно даже сказать, не требований, а ожиданий пока, да, вот в рамках тех проектов, которые были сформулированы непосредственно в мировом, так скажем, да, пространстве, образовательном пространстве. Кроме этого, обратите, пожалуйста, внимание, какие же личностные качества здесь постулируются как наиболее важные и актуальные. Это любознательность, инициативность, настойчивость, способность адаптироваться, лидерские качества, социальная и культурная грамотность. Конечно, вы можете задать мне вопрос, для чего вы нам все это говорите. Да? Мне хотелось бы сразу же параллельно своему сообщению задать и самому себе, и вам вопрос. А насколько наша с вами профессиональная деятельность, будь то мы учитель, наставник, имеющий достаточно значительный опыт, или молодой педагог, а для нас это тоже очень важно, и именно эту проблему мы сегодня поднимаем вместе с вами, готовы к этим вызовам. Насколько те ожидания, которые постулируются в данных проектах, а мы сейчас, я несколько слов еще расскажу именно о видении реализации данного подхода, да, вот именно в контексте современного образования, как это видится в нашей стране, насколько мы действительно готовы реализовать это, насколько мы готовы сформировать, допустим, у ребенка креативность, умение критически мыслить, насколько наш ребенок готов к кооперации и коммуникации для решения не простых, а сложных, учебных ли, профессиональных ли или жизненных задач. Вот этот вопрос
как мне кажется, станет для нас сегодня основой. Мы его, конечно же, более, так скажем, да, оформим более конкретно, но об этом чуть позже. В нашей стране, в данном случае, хочется отметить, что уже имеется практика, да, в контексте мировых трендов организации обучения. Это, например, школа-пансион, школа Летова. Если кому-то будет интересно, обратите, пожалуйста, внимание. Достаточно открытый информационный портал, где представлена информация как раз вот в контексте этих мировых трендов. Хочу отметить, что благотворительным фондом вклад в будущее, который существует непосредственно при Сбербанке Российской Федерации, его директором является Петр Положевец, и он как раз присутствовал на Всероссийском конкурсе «Учитель года», и мне хотелось бы данную информацию тоже донести до вас. Данный фонд организует непосредственно конкурсы проектов среди педагогов, среди школ, причем не по некоторым направлениям. Данные проекты в данном случае могут выигрывать суммы вплоть до 1 миллиона рублей. Поэтому, если кому-то будет интересно именно поучаствовать в проектной деятельности, вы можете обратить внимание на программу этого фонда. Так вот, в данном случае проект «Универсальные компетентности и новая грамотность», он является в этом отношении более сфокусированным. То есть, например, он включает в себя описание таких блоков, как, например, компетентность мышления, компетентность взаимодействия с другими, компетентность взаимодействия с собой. Кроме этого, выделяется в блоке новые грамотности, да, здесь две основные категории. Это базовая инструментальная грамотность и базовые специальные современные знания и умения. Базовая инструментальная грамотность основана на использовании современных инструментов коммуникации, которые опираются на различные знаковые системы. Кроме того, подразумевает трансформацию в современных технологических условиях привычной грамотности читать, писать, считать с поправкой на форматы взаимодействия и способы передачи информации, то есть, в частности, в системах человек, машина. Это математическая грамотность, включая работу с данными, вычислительная, алгоритмическая и так далее. И еще буквально несколько слов, прежде чем мы с вами перейдем к нашей активной фазе дискуссии. Базовые специальные современные знания и умения, в частности, это гражданская грамотность, навыки финансового поведения, базовые навыки использования правовых норм, то есть так называемая правовая грамотность, экологическая грамотность, научная технологическая грамотность и грамотность в области здоровья. Итак, резюмируя свое сообщение, мне хотелось бы сказать, что те дети, которые в 2018 году поступили непосредственно в образовательные организации, по мнению большинства, в данном случае стран, участниц данных проектов, конечно же, должны обладать теми характеристиками, о которых мы с вами говорили. Да, они немного отличаются. Есть проект образования 2030, есть проект навыки 21 века, есть, собственно, наш проект, связанный с универсальными компетентностями и новыми грамотностями. В данном случае это не, как полагают эксперты, не вызовет, может быть, таких глубоких коренных изменений стандартов, потому что именно достижение подобных результатов может выходить непосредственно за рамки освоения предметного содержания, в частности, конкретной области знания и так далее. И, естественно, это может быть использовано в контексте внеурочной деятельности и ряда других непосредственно форм. И мне хотелось бы как раз перейти к тому вопросу, насколько я его зачитаю. Какие барьеры существуют на настоящий момент для достижения ожиданий современного образования и как их можно преодолеть? Что мы для этого сделаем? Условно, всю нашу аудиторию мы разделим на 6 групп. И мне хотелось бы, чтобы вы как раз, настолько, насколько это возможно, да, поработали сейчас в данном случае с данной информацией. Поэтому посмотрите, пожалуйста, мне хотелось бы предоставить вам сейчас от 10 до 15 минут для обсуждения и работы в группах, а затем я прошу вас внутри каждой группы выбрать спикера для того, чтобы мы продолжили дискуссию, нашу панельную дискуссию по представленным вопросам.
Если вы готовы работать в таком формате, я прошу вас объединиться примерно в 6 групп. Я понимаю, что не совсем может быть удобно, но для того, чтобы наша панельная дискуссия была полноценной, давайте этот этап мы все-таки с вами проведем. У меня есть, соответственно, листочки. У меня есть Так, сколько у нас получилось групп? Здесь, как я полагаю, 2. Здесь одну вижу точно. Ну и давайте найдем вторую. Да? Смотрите, я вам рассказал о тех описать, собственно, цель, что для вас, например, будет значимо, именно об этом говорить.
один из проектов тоже хочу обратить ваше внимание, да, в данном случае. Вот навыки 21 века. Если этот слайд вам поможет. Уважаемые участники, у нас остается еще 10 минут.
даже компетенцию, которую мы должны увидеть, начинает конечно, правительство не понимает данных детей, взрослых детей, не понимает. Поэтому я что-то не сказала. Есть родители, они уже родители школы. Я начинаю больше взаимосвязь. Они не понимают. Родители не понимают, просто в школу. Это не надо. Уважаемые участники, я думаю, что нужно переходить уже не как к самим барьерам, их описаниям, но еще и к тому, как их преодолеть. Потому что если вы основное время потратите именно на поиск, а я полагаю, что таких барьеров очень много, то нам, к сожалению, времени не хватит ответить на вопрос, как же. Что нужно сделать, чтобы снизить Уважаемые участники, у нас остается 5 минут. Я напоминаю, что по окончании данной работы в ваших группах предлагается выбрать спикера, который и станет участником панельной дискуссии.
Уважаемые участники, у нас остается буквально несколько минут. Я предлагаю перейти к завершению работы вашей группы и определиться, кто в данном случае будет спикером вашей группы. Если уже таковые определены, я прошу занять места в нашем зале. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Да? Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Участники, пожалуйста, проходите. Я полагаю, что у нас есть еще одна группа, спикер, который не присоединился к нам. 6-я группа. Итак, пожалуйста. В общем-то, сама панельная дискуссия, она, собственно, сейчас и начинается, когда у нас есть, соответственно, те специалисты, те спикеры, которые могут в отношении данного вопроса представить какую-то определенную информацию. Я предлагаю спикерам в данном случае, прежде чем высказать свою точку зрения относительно поставленного дискуссионного вопроса, представиться и высказать свое мнение по этому вопросу. Итак, обратите, пожалуйста, внимание. Задача, которая перед нами стоит, это обсуждение вопроса, связанного с возможностью достижения тех непосредственно результатов, образовательных результатов, которые представлены не только в международных, но и в проектах в сфере образования на 2030, так скажем, год. Да? И очень хотелось бы сегодня услышать точку зрения молодых педагогов, молодых специалистов, именно их видение, их взгляд на эту проблему. Мы с вами обозначили, что подобные вызовы возможно столкнуться с определенными ограничениями. И мне хотелось бы, чтобы каждый спикер как раз об этих ограничениях, об этих барьерах высказал свою точку зрения и, конечно же, рекомендовал, может быть, да, в результате работы группы некоторые решения по преодолению данных трудностей, данных барьеров. Итак, мы начнем, как хотите. Можем начать непосредственно с вашей стороны. Здравствуйте, меня зовут Александр Дмитриевич, я представляю 43-ю школу города Сыктывкара. Молодой учитель, преподаю английский язык. Далее вопрос, какие барьеры существуют на настоящий момент для достижения ожиданий современного образования? Извините, Александр Дмитриевич, можно вас пригласить присесть, потому что да, идет трансляция, и я думаю, что мы как раз в таком формате нам будет более удобно. Можно вот слайд показать с компетенциями, которые мы должны развить к 2030 году?
У нас 4 основных компетенции. Вы видите, это критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество. Нужно к 2030 году как бы максимально развить эти компетенции в наших учениках. Вот какие трудности перед нами существуют? На наш взгляд, это 3 основных трудности. Первое – это низкая мотивация к учебной деятельности, да, она наблюдается среди большинства наших учеников. Затем это преобладание прав учащихся над их обязанностями, то есть ученики плохо понимают то, что они должны делать, свои обязанности, да, школьные и вообще какие-то общественные, может быть, не всегда поддерживают общественный порядок. Но в то же время каждый из них знает свои права, да? И получается так, что права ученика преобладают над общественными обязанностями. Ну и в-третьих, мы наблюдаем очень низкую взаимосвязь между родителями и учениками. Это с одной стороны, и с другой стороны между родителями и школой. То есть, допустим, если мы говорим о сотрудничестве, это последний пункт, да, у нас в компетенциях. Здесь, конечно, еще предстоит поработать очень много. Как мы можем это преодолеть? Да? Мы должны думать о том, чтобы образование было не просто услугой, да, а чтобы это было потребностью ученика. То есть ученика нужно как-то мотивировать, чтобы он сам осознавал, для чего он получает образование, да, и для чего оно ему в будущем пригодится. Как мы это можем делать? Да? Президент Российской Федерации определил на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. Наверное, так. Спасибо. Спасибо. Андрей Дмитриевич, вопрос вот такой. Да? Как я полагаю, вы пока связали основные барьеры и преграды именно с субъектами образовательного процесса. Это учащиеся, который отличается, может быть, невысокой учебной самостоятельностью, проявляющейся в низкой мотивации, и также родители, в частности, и их отношения, так скажем. Да? Реально ли на самом деле вы видите ситуацию с преобладанием прав и обязанностей? Ведь в уставах, в принципе, определенное сочетание, оно и прав и обязанностей примерно одинаковое. То есть это чаще всего субъективно переживается ребенком, да? То есть у меня есть право, но об обязанностях я забуду. С чем вы чаще всего сталкиваетесь? Я думаю, что действительно это субъективно, потому что, конечно, прописано, наверное, да, права и обязанности, но ребенок прежде всего думает, конечно, о своих правах. В правах он находит свои возможности реализации, да, своего учебного потенциала. Вот. Но школа же средняя у нас как бы общеобразовательная, например, и, соответственно, он не только должен свои возможности развивать в любимых предметах каких-то, он должен получать общее образование, то есть стараться учиться по всем предметам, выполнять домашние работы. То есть зачастую их права они реализуются в какой-то их отдельной плоскости, выбранном ими направлении. Да? Но обязанности должны соблюдаться по всем направлениям в средней школе. Спасибо, ваша точка зрения понятна. Действительно, вопрос правового сознания, его формирования у обучающихся на самых разных этапах. Мы можем говорить как раз и о предпосылках, которые могут непосредственно складываться уже и в дошкольном детстве, и особенно, наверное, в младшем школьном возрасте, после того, как будет сформирована нравственно-этическая инстанция, как отправная, наверное, точка правового сознания. Ну и, конечно же, это и студенты, которые могут отличаться в том числе разным уровнем правового сознания. Но правовая грамотность у нас она тоже заявлена как универсальная компетентность. Спасибо огромное. Я передаю вам слово. Добрый день, меня зовут Юлия Андреевна, я воспитатель детского сада номер 49 города Сыктывкара. Какие мы с группой выделили основные проблемы? Первое, мы выделили тоже проблему так называемых отцов и детей, это то, что родители не совсем бывает, что не заинтересованы в участии, они должны в соответствии с ФГОС уже быть активными участниками образовательного процесса, но не все. Кто-то активно участвует, кто-то не активно. Проблема такая, что нужно как-то родителей искать новые методы, способы привлекать к участию в образовательной деятельности, при помощи каких-то новых форм заинтересовывать их и вовлекать постоянно в образовательный процесс. Также проблема, которую мы выделили, это
не то чтобы слабо развита материальная база, а скорее неравномерно. Где-то есть все укомплектовано, например, те же самые детские садики. Есть садики, в которых даже просто ни одного проектора нету, не говоря уже об интерактивной доске или еще что-то. Хотелось бы, чтобы это как-то равномерно у всех были возможности более современные подключать для образовательного проведения образовательного процесса. Для участия в проектной деятельности родителей, семей, детей. Вот хотелось бы, но это уже административная, да, проблема больше, а не педагогов. Также по поводу вот этой тоже был поднят вопрос, не хватает каких-то технических средств, может быть, и предложение, например, в телефоне сейчас вышел новые законы, что мобильные телефоны у школьников нужно забирать. У нас было такое предложение в группе, чтобы их не забирать, а направить, например, их куда-то в правильное русло, использовать, какие-то разрабатывать приложения для школьников, которые уже могут прямо на уроке использоваться. У всех, я думаю, есть телефоны у школьников, и где-то на этапе рефлексии или еще вот как-то их тоже привлекать, раз нету других технических, например, средств. Со стороны дошкольника я бы сказала проблему о том, что вот сейчас реализуется тоже программа «Десятилетие детства». То, что дети, дошкольники очень часто заорганизованы, очень много кружков, очень много помимо деятельности в детском саду, и то, что дети мало играют. При том, что они должны основной деятельностью быть их игра, чтобы игра с детских садиков тоже не уходила, больше педагоги уделяли этому внимание. Ну и последняя, наверное, проблема, то, что у нас меняется общество, меняется образование, и чтобы до всех воспитателей, учителей это все доходило. Очень часто не доходит. Здесь очень грамотные методисты, но в детских садиках не всегда эта информация, например, о новых проектах, которые реализуются. То есть это все нужно рыть самостоятельно. Хотелось бы, чтобы это, может, как-то методисты в садиках до всех доносили, и чтобы все могли участвовать в этом, больше привлекать. И также обучение, чтобы новые компетенции должны вводиться и в детском садике, и преемственность должна быть, и чтобы воспитатели, учителей учили этому тоже, как эти компетенции правильно реализовывать в образовательном процессе, чтобы поддержка какая-то методическая тоже для воспитателей, для учителей была. Спасибо. Мы в данном случае обозначили еще некоторые перспективы, так скажем, да, решения тех вопросов, которые у нас возникают, связанные в частности с профессиональной подготовкой и повышением квалификации непосредственно, в том числе молодых педагогов, с качеством оказания методической помощи на местах в образовательных организациях. Ну и, конечно же, это в данном случае те профессиональные навыки, которыми обладает сам специалист. В частности, так называемые мягкие навыки. Да? Извините, что я подглядел ваш листочек, это нехватка времени, допустим, да? То есть умение структурировать в данном случае время, то есть умение действительно решать как можно больше в данном случае задач, то есть тайминг, оптимальный тайминг и так далее. Я благодарю вас за ваше мнение вашей группы. Да. Да, только если чуть-чуть погромче, чтобы мы вас все слышали. Мне кажется, что она очень тесно связана с культурной и гражданской грамотностью. На мой взгляд, стоит вводить дополнительные часы с той целью, чтобы знакомить детей именно с правовой грамотностью в том плане, чтобы знакомить их со своими обязанностями уже на законодательном уровне. Мне кажется, что у детей должно быть понимание, что их родители обязаны нести ответственность за качество получаемых знаний в школе. То есть есть определенный закон, по которому ребенок обязан получить образование. И ответственность за получение образования, пока ему не исполнилось 18 лет, несет также их родители. То есть если ребенок не посещает уроки, он не осваивает материал, не осваивает основные базовые компетенции, то в этом виноват также и родитель, и он несет ответственность. И есть определенное административное наказание и так далее. То есть ребенка нужно с этим знакомить. Когда ребенок, на мой взгляд, сейчас не видит этой проблемы, и
считаю, что он может отстраниться абсолютно от учебной деятельности и никаких последствий не несет его обучение, к сожалению. Спасибо за ваше мнение. Мне хотелось бы немножечко... Да. По поводу культурной гражданской грамотности. Раньше был такой предмет, как этика, например. Я считаю, что необходимо вести несколько часов хотя бы в неделю именно посвященной этике. То есть дети не знают элементарных правил, не знают, что такое субординация, и, может быть, стоило бы вести некоторые уроки. И у нас есть развитие речи, да. Но, может быть, стоит какой-то блок вести по поводу овладения речевыми жанрами. Что это такое? Это, то есть, например, есть такие речевые жанры, как комплимент, например, извинение, просьба и так далее. Есть определенная структура, как строятся эти комплименты и прочее. То есть, может быть, стоит познакомиться с этими моделями речевыми, коммуникативными ребят, чтобы они знали конкретно, как можно выражать эти речевые жанры на практике. Они понимают, что да, можно попросить, можно как-то обратиться, но, например, с речевым жанром обращения большая проблема культурная существует, а с несколькими обращениями, как товарищ и так далее. Нельзя обратиться как мадемуазель и прочее. Но извините, если ребенок не знает фамилию, имени и отчества своего преподавателя, звучит это примерно так. Цитирую: «Эй, учитель!» Это ужасно. Я считаю, что необходимо вводить конкретные какие-то шаблоны, клише, как нужно обращаться, например. То есть пройти по основным речевым жанрам. Это, мне кажется, увеличит уровень компетенции в разы. Это и этикет, и гражданская грамотность, мне кажется, появится, и культурная грамотность появится. То есть необходимы конкретные часы. Мне кажется, сейчас появилась необходимость в связи с тем, что малая начитанность ребят. То есть они не имеют готовых образцов культуры, потому как они не привыкли читать в том виде, то есть воспринимать информацию в том виде, который мы ее воспринимаем. То есть не обрабатывать ее не умеют правильно. Мне кажется, что стоит вводить дополнительные, например, уроки по поводу, связанные с тем, как пользоваться интернетом, например, интернет-ресурсами грамотно. Отправить их, например, на определенные интернет-библиотеки. Как пользоваться конкретными учебными изданиями, как нужно искать информацию. То есть они не умеют этого. И уроки ИКТ вводить гораздо раньше, нежели в 7 классе. У меня шестиклассники должны заниматься практикой деятельностью. И я почему-то их учу, как пользоваться презентацией, как пользоваться некоторыми приложениями, конструкторами, потому что они не умеют совершенно ничего. Понятно. Ваша точка зрения понятна. И я думаю, что те специалисты, которые являются в данном случае и директорами, я хотел бы вам представить как раз нашу гостью, Александр Васильевна Штин, директор лицея при Сыктывкарском государственном университете. Можете поприветствовать. Многие вопросы, которые вы действительно подняли, они остаются актуальными, и в большей степени они могут зависеть от самой, наверное, образовательной организации, от той культуры, которая в ней, может быть, сложилась, от того содержания, которое определяется, например, предметами, да? Потому что действительно, наверное, наши знания можно представить как рассыпавшиеся, условно говоря, разрушенную Вавилонскую башню, где есть большое количество межпредметных понятий, по смыслу достаточно схожих. И действительно, наверное, в большей степени от нас, от взрослых, будет зависеть в том числе и какая будет культура, в том числе культурная, правовая и так далее, у наших обучающихся, у наших детей. Спасибо за вашу точку зрения. И к нам присоединяется Светлана Анатольевна Ныркова, один из спикеров, который будет с вами работать несколько позднее. Светлана Анатольевна. Да, я действительно я просто пришла смотреть эти вопросы, да, вас волнуют. Вот вопрос, который задали мне, Наталья, да, задала вопрос, который волнует, да, преподавателей, которые работают здесь, волнует наших экспертов, да, которые смотрят. Потому что вот этот вариант, о котором сказала Наталья, ЭИТ, мы встречаем в письмах, которые адресованы центру аттестации, пишет учитель, пишет взрослый человек. Да, у меня эти случаи
тоже не поздороваются, не скажут спасибо и так далее. Да? Хотя вот для учителей сейчас проводится очень большая работа. И я хочу обратить вот внимание на тот комментарий, который дал Александр Викторович. Да, очень много зависит от образовательной организации. Но тем не менее, позволю себе напомнить, Александр Викторович, что Россия, вот страна с таким менталитетом, где крайне важно, вот, то, что идет, скажем, из органов исполнительной власти. И поэтому наше обращение вот, к Александре Васильевне, оно может быть даже более настойчивым. Есть уже документы, которые регулируют возникновение в школах, документов, связанных с этикой, с тем поведением, и с кодексом числа, можно называться как угодно, в образовательных организациях. Но когда это рекомендовано, вот, скажем, от учредителя, от управления образования, эта работа как-то идет бодрее, не правда ли, Александр Васильевич? Поэтому составляющая, связанная с культурой педагога, детей, родителей, она должна проходить и развиваться на разных уровнях, совершенно на всех. Потому что вот с проблемой вот, общего уровня культуры и ее снижением мы столкнулись все. Поэтому здесь нужно действительно бить во все углов. И позиция Натальи мне тоже понятна. Я в том своем выступлении некоторые ваши реплики еще дополнительно прокомментирую. То есть то, что с этим делается, как это происходит, кому как вы можете подсоединиться, потому что работа идет. Но тем не менее, вот этот вот аспект, он может быть позже. Александр Васильевич. Ну, я, может, просто не совсем соглашусь, что если будет указивка, прошу прощения, сверху, то эта работа пойдет быстрее, да. Я считаю, что это заведение от того, как выстраиваются отношения на уровне учитель-учитель, администрация-учитель, и все вместе к ученику и обратно все зависит. Вот у нас 7 классы новенькие, вот это меня не зашел. Не здрасте, не до свидания, потому что, привычное учреждение. Я спросил поручительницу, и фамилию назвал. Я встаю, говорю, здравствуйте, меня зовут, так-то, представьтесь, пожалуйста, и прочее. И это я делаю каждый день на протяжении полугода, пока они не привыкнут, и все учителя. А мы ведь и сами иногда не обладаем достаточной культурой. К доске пойдет Петров, правильно? В массовой школе все бегут, когда много она. Мы же видим такие, я никогда не прохожу мимо, я всегда становлюсь, я всегда сделаю замечание, всегда скажу. Потому что вот каждый день, каждый шаг за собой лично и с коллегами и прочее, вот это формирует культуру. Поэтому к 11 классу я прохожу, и все уже, здравствуйте, Александра Васильевна, вам помочь, или все, вчера вечером с филармонии иду, дети догнали, давайте мы вас проводим. Культура выстраивается учреждением, это общее коллективное дело. Вот я это очень согласна. Напомню, совершенно научно обоснованно, что в этом государстве, ценности, они носят такой общий характер. И формировать нужно на разных уровнях. Ваша эмоция совершенно понятна. Вы директор организации, которую вы ходите или леете, или это ваш второй дом. Естественно, вы приняли уже ответственность за эту культуру на себя, за ее формирование. Конечно, от лидера, мне кажется, очень много зависит от такой установки. То есть, это тоже важно. Есть еще и, если говорить о личном ответственности каждого здесь присутствующего. Каждый сам себя решает, как он будет себя вести, вне зависимости от коллектива, в котором он работает. Что является для него ценностями, но, тем не менее, нужно учитывать, особенности каждого народа, тем более многонациональная страна, которая живет. И не нужно забывать в том числе и об истории, и о том, к чему привыкли, и учителя, и родители, и так далее. Строить действительно, совершать управленческие шаги с учетом этого. Наверное, закончим. Да, я думаю, что Далеко ушли от темы. Ну, приятно, что вы это волнует. Понимаете, что они это видят. Действительно, Светлана Анатольевна подняла другую немножечко тему. Эта тема связана с принятием ценностей, в том числе культурных, которые могут быть, например, в разных плоскостях представлены. Общемировой, то есть глобальные, региональные, которые представлены, например, в концепции духовно-нравственного воспитания гражданина Российской Федерации. Они в данном случае на каком-то этапе своего развития,
чаще всего мы ассоциируем это с подростничеством и старшей школой, действительно становятся личными ценностями, личными установками. И это уже характеризует в данном случае человека как личность. И вот действительно, что было принято, так скажем, да, ребенком, что лежит в качестве главных базовых принципов его жизнедеятельности, как раз в его языковом сознании, в его поведении и будет это проявляться. То есть действительно этот процесс очень-очень трудоемкий и очень-очень сложный. И при наличии внешних условий, о которых говорила Александра Васильевна, да, то есть любая образовательная организация должна создавать подобные условия, естественно, мы можем с вами достичь определенных изменений, в том числе и в культурной грамотности, и сделать наше подрастающее поколение культурным. Спасибо. Спасибо за поднятый пласт вопросов. Я хочу передать непосредственно слово следующему выступающему. Я напоминаю, что мы с вами обсуждаем, да, какие преграды, какие ограничения у нас с вами могут возникнуть при достижении этих результатов в данном случае. Да, и... Здравствуйте, меня зовут Оксана Андреевна. Я педагог дополнительного образования, работаю в экологическом центре, Республиканском центре экологического образования. С нашей группой мы думали, какие же проблемы есть в образовательном процессе. И первую, которую мы выделили, это старая школа, а точнее традиционное обучение. Многие педагоги, которые работают уже около 10-15 лет, привыкли по-старому обучать детей. То есть дали тему, ребенок в конце сделал работу, молодец. Он научился делать работу, которую педагог ему показал, точь в точь. Но в настоящее время сейчас мы по-другому обучаем детей, чтобы они проявляли свою креативность и свои мысли в работе. Казалось бы, можно пройти курсы, пойти на мастер-классы записаться, но у нас, у педагогов, очень много нужно заполнять бумаг. Когда говорим педагогам, которые уже долго работают, что почему туда не пойти записаться, тут мастер-класс не посмотреть, он очень много работает, а именно заполняет бумаги, созвониться с родителями, чтобы они пришли, заполнили еще одни бумаги, написать туда списки, тут сделать документы, вот очень много бумажного латина. Хочу сразу перебить ваше немножечко выступление. Я был на федеральном конкурсе «Учитель года России» в 2019, и как раз представители Минпросвещения говорили о том, что инициирована работа по четкому обозначению тех видов документов, за которые будет нести персональную ответственность учителя. В первую очередь, это рабочая программа по учебному предмету. Второе, это КТП, который, как правило, или рабочая программа. Да. Третье, это электронный журнал. И четвертое, электронный дневник. По крайней мере, Минпросвещение Российской Федерации анонсировало эти изменения. Я надеюсь, что они в скором времени будут определенным образом закреплены, и учителя, и педагоги вздохнут, надеюсь, немножечко хотя бы. Да? И просто удивительно, извините, Александр Викторович, я вот так мешаюсь. А работающие, действующие учителя, скажите, пожалуйста, а какие вы бумаги, как учителя еще помимо этого заполняете? Ну что? Кроме составить, и то не каждый, наверное, он составляет рабочую учебную программу, и заполняем электронный журнал. У классного руководителя чуть-чуть больше. Поэтому вот то, что насчет бумаг, это администрация. Вот такие типы. А с вас тоже минимум. Не знаю, как в экологическом центре выстроена, правда, работа. Образование, казалось бы, меня всегда родители поздравляют, что учителя поднимают зарплату, но говорят, я педагог. Я немного в другом месте работаю. Ну, в общем, как вариант. Отчетности не так много. Но идет только отчетность, запрашивают с классным руководителем, кто классный руководитель, да? Потому что идут мониторинги, мероприятия, проведи то и сдай отчет. Вот это, да. А вот с учителя как такового электронный журнал и РКУ, рабочая программа учебного предмета. Все, больше таких в течение года не бывает. Ну и его личное дело к аттестации, собрать портфолио. Нет, ну еще же есть итоговая различная аттестация. Все в этом журнале вы заполняете. Все туда. Это отчетность, вы тоже там же, да, есть, все заполняется. О чем вы сказали, электронный журнал. И вот ВР, и все остальное, вы представляете туда. Ну ладно, Александр Викторович, я прошу прощения, да, очень интересно было.
Вот я не знаю, у кого-то есть, я, так сказать, вот слушала это все со стороны, как бы, или есть у кого-то такой вопрос, а вы сейчас, видимо, задали, сформулировали, как бы, так сказать, это все-таки неготовность педагогов работать в новых современных условиях. И когда она говорила про старых учителей, так выразительно меня все время смотрела, думаю, я, конечно, уже давно, так сказать, выживший элемент в этом плане. Но одно скажу, я не знаю, я, конечно, не струе, там, может быть, выскажусь, но дети, которые работают по ВГОСам и приходят, я вот с 7 класса сейчас в последний год все время беру, в лицей приходят, и вот сейчас они 9 класс, все время 7 классы. Они умеют работать в команде. Проект приходит, понимают только как презентацию, понимаете? Правильно? Да? Вот презентацию, больше ничего, кроме проекта там, ничего такого нет. Но они зато очень приходят не умеющие просто иногда учить то, что надо учить. Правила, теоремы, правильно? Английский язык, слова, русский там словарный. Вот то, что надо было учить. И в результате они все коллективная творческая работа. Я сама работаю в 7 классе в прошлом году по ФГОС. Это, конечно, все с удовольствием. Но вот когда сталкиваешься с этим, монологическая речь, я все время отстаю по программе, потому что когда они начинают говорить, вы вот это, так, вот теперь, пожалуйста, скажи грамотно и правильно. И у меня уходит уйма часов, но дети благодарят, что я их учу говорить правильно, как положено. Я считаю, я думаю, и скажи предложение, как положено. Вот этому все равно надо учить. ОГЭ. Ты все равно там можешь давать то, что ты должен знать, учить. И, кстати, в передовых школах, вот я в Питере была, гимназия 56, они ввели образовательный минимум. Каждый ребенок по каждой четверти сдает образовательный минимум. У них там служба есть соответствующая, которая это следит. Образовательный минимум. Русский, пока по 2 предметам, русский, математика. Что просто должен знать. Правила, определения, теоремы и так далее. Что просто надо учить. Вот, к сожалению, вот это традиционная школа дает. Так что нельзя отказываться от традиций. На них держится все. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые спикеры, я хочу передать вам для завершения слова. И вам, уважаемые спикеры, посмотрите, пожалуйста, в ваши списки, что конкретно еще, помимо тех ограничений, о которых мы уже с вами говорили, вы могли бы добавить. Пожалуйста. Я согласна с высказыванием насчет традиционного обучения, но я опять же напоминаю, что мы дополнительное образование. А в дополнительном образовании сейчас можно по-другому обучать детей, чтобы выращивать личность, а не человека, который может делать под копирку. Так что вот. И как решение освобождение от бумаг. То есть в Китае есть отдельные люди, которые занимаются документацией. Это как решение проблемы. Спасибо. У меня был еще один вариант, но я думаю, передам другим людям, чтобы они тоже смогли высказаться. Спасибо. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Анатолий Васильевич. Из школы, получается, села Башлу. И в нашей группе еще вдобавок к техническому оборудованию, то, что проблема. Получается, это больше относится, наверное, к селам. То есть то, что там техническое оборудование не оснащенное еще до сих пор. То есть это уже звучал вопрос. Следующее – это проблема, то, что малый процент аттестованных учителей. То есть либо то, что они уже там давно работают, да и не хотят аттестоваться, то есть получается. Либо мало освещено. Либо мало освещено в эту тему. Ну и, соответственно, еще тема самообразования педагогов. То есть тоже мало выступают, где мало где участвуют. Ну и в этом роде еще. То есть правильно ли мы понимаем, что, в общем-то, неравномерность технического оснащения образовательных организаций может стать одной из таких причин, ведь чаще всего неравномерно у нас оснащены именно сельские школы. Я думаю, что проект «Точки роста» как раз должен, наверное, преодолеть определенные, так скажем, моменты и трудности не в контексте оснащения, конечно же, да, а формирования определенных компетенций. А с другой стороны, вот именно, если так это можно назвать, так называемая профессиональная пассивность отчасти, да, самих педагогов, которые, в общем-то, не всегда демонстрируют определенные профессиональные достижения, поиски в рамках самообразования, ну и прохождения аттестации. Скорее всего, да. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, моя Ольга. Я педагог дополнительного образования тоже. Ну,
бумажная волокита меня лично никак не задевает. Не знаю, я успеваю работать, и с бумагами заниматься. Хотя у меня тоже маленький ребенок, мне это как-то не делает. Вот. Скажу по финансированию. Сейчас есть значимые и незначимые программы. Да? А значимым относится сейчас моделирование, да, то есть техническое моделирование, робототехника, вот это все, но не финансируется, как сказала коллега, в школах сельских, да, не финансируется, нету. Ну, сейчас точка роста, да, мы надеемся, что будет финансирование. Так, в целом, все нормально. Обратите внимание, да, то есть есть направления, действительно, которые пользуются спросом и считаются модным трендом, например, да, когда ребенок занимается робототехникой, либо моделированием, либо еще каким-то направлением, да, так скажем, им возможно, некоторые направления дополнительного образования у нас остаются не всегда, в данном случае, такими популярными. В этом отношении так. Рисование, да, оно уже все отходит. Уже как То есть, а в этом случае, может быть, рисование на графический дизайн, если заменить. Это уже, да, это уже ограничивается. Спасибо. И ваша точка зрения. Ну, я как последний, завершающий. Меня зовут Мария Владимировна, я учитель начальных классов сельской школы. Сразу есть разграничение, да, сельская городская школа. С чего мы начали? Какой первый барьер стоит, чтобы прийти к современному образованию? Это прежде всего педагогическая, даже не педагогическая, а образованность родителей. То есть в деревне, да, не всегда есть благополучные семьи, да, не всегда полные семьи, и это все видно. Далее мы что сказали? Сразу проблему какую, да, выбрали, чтобы решить эту проблему, выход какой. То есть надо больше работать с родителями, именно со всех сторон. С медицинской стороны, да, с психологической стороны, с какой-то стороны образованности, да, их тоже учить. Ведь общество меняется, меняется образование. Многое сейчас мы кладем на плечи родителей. А они зачастую не понимают даже, как помочь своему ребенку. То есть надо задуматься о том, что родители тоже нужно чаще всего оповещать, образовывать. Далее идет следующий этап, это дошкольное учреждение, то есть должна быть преемственность. Мы сейчас живем каждый сам по себе, дошкольники сами, начальная школа сами, основная школа сами. То есть должна быть преемственность, да? Каждый должен быть заинтересован на каждом уровне образования. То есть если дошкольное учреждение выпускает не готовых детей к школе, как психического здоровья, как физического, да, физиологического, то тем самым учителя начальных классов сталкиваются с большими проблемами в освоении программы, да, основной. Тем самым мы выпускаем детей слабже, и тем самым есть проблемы уже в основном звене при сдаче экзаменов, да, тех же самых. То есть вот должна быть какая-то эта преемственность, должна быть работа сообща, да, вот, и сразу какое-то решение. То есть для дошкольного образования тоже должен быть какая-то обязанность, да, портрет выпускника дошкольного учреждения, что он должен знать, чтобы определить, готов ли он прийти в школу уже. И есть, я все понимаю, есть те, которые приезжают, это все на бумагах, но в итоге приходят дети, даже те, которые не могут одеться самостоятельно. И тем самым на учителей накладывается работа, чтобы не то, чтобы ручку научить держать, сначала научить ребенка переодеть обувь. Правильно? Большая проблема, большая проблема. То есть, а потом у нас же все уходит. Ладно, вот, проблема такая. Значит, какое решение? То есть надо как-то дошкольному учреждению. Почему сейчас очень много появилось дополнительных центров подготовки к школе? Ведь раньше такого не было. Да? То есть надо как-то да, там, старшая подготовительная группа, то есть вот эти педагоги, они должны работать в большей мере, в большей силе, да, чтобы подготовить детей, чтобы они были готовы. Если не готовы, то уже с родителями опять же нужно работать, что либо нужно как-то решить проблемы, если какие-то проблемы со здоровьем, или просто какие-то еще проблемы, либо остаться еще в садике, да, или, допустим, посоветовать что-то другое. Как-то так. Сейчас это все вот в сельских школах, это все сумбурно.
не тяжело. Но мы все должны помнить, что данная подготовка должна вестись в рамках ведущего вида деятельности, именно игровой деятельности. Мы не должны подменять ее под учебную деятельность и готовить непосредственно в школе именно таким образом. Мы не спорим, это безусловно. Но в игровой деятельности может добиться больших успехов. Но опять же, почему? Тогда нужно обучать грамотных специалистов в дошкольном учреждении. Ведь зачастую получается так, что ребенок приходит туда потому, что родители его знали, пока он работает, чтобы потом забрать после работы, потому что некуда деть. То есть должно быть тоже какая-то ответственность за дошкольное учреждение, потому что на учителей начальных классов большая ответственность, потому что рядом педагоги основного звена, они если что сразу выскажут, да, выскажут нам, почему вы не научили тому, почему вы не научили этому. А мы же не можем объяснить тому, что этот ребенок пришел абсолютно не готов для начального звена. Вот. Далее, так, вот повышать грамотность и обученность дошкольного педагога и также начального. То есть должна быть методическая поддержка со стороны методистов. То есть чаще какие-то мастер-классы, чаще какие-то выезды организовывать. Далее уже, как вот говорил коллега, то, что культурная сторона ребенка. Да? То есть если в городе можно спокойно выехать в любой театр, там, посетить библиотеку какую-то, то в сельской школе это большая проблема. Опять это нужно через родителей работать, организовать, собрать, чтобы куда-то выехать. Да? То есть тоже культура страдает. То есть разные возможности у городских школ и сельских Да, школ. совершенно верно, совершенно верно. А требования как от детей одинаковые, что городская, что деревенская школа, да, сельская. Далее также и финансовая поддержка педагогов, да. То есть совершенно убрали стимулирование, находится на низменном каком-то там вообще, да, его практически его нету, да. То есть, когда разговариваешь с человеком, говорит, я вот работаю в магазине, получаю 35, а я говорю, я работаю в школе 25, и все так смотрят, действительно, правда, зачем вам это надо, уходите, то есть, а как объяснить человеку, что тебе нравится эта работа, ты не хочешь уходить, да? Вот, то есть должны все равно как-то поддержка финансовая должна быть, да? То есть мы должны быть уверены в завтрашнем дне, что завтра я не прокормлю своих детей и одену их, я буду. Вот, дальше, что мы еще предположили? Так, поддерживайте, коллеги. Я могу что-то забыть. И обратить на здоровье детей. Да, вот. Еще одну проблему, которую вы подняли, это профессиональное выгонание самого учителя. Правовая сторона учителя. Сейчас учитель очень не защищен. Сейчас интернет быстрее тем, что сейчас учитель это мяч для битья. Надо, наверное, на уровне государства разрабатывать какие-то локальные акты, чтобы защитить самого учителя. Почему сейчас очень раздувают, что там произошло с ребенком, а почему никто не поддерживает самого учителя? Надо, наверное, государству так повернуться лицо, чтобы учитель стал центровой фигурой. Раньше, традиционное обучение, учителя воспевали, можно сказать, на селе. Он был центральной фигурой на поселке или в любом селе. А сейчас готовы запинать, извините, заплевать за такое выражение. И это зависит, прежде всего, не от поселка и не от образовательной организации, а от государства. Поэтому надо поднять уровень и, наверное, самого учителя, чтобы он был центральной фигурой, особенно в сельской местности. Вот у меня такое предложение. Спасибо. Вы можете пока оставить микрофон. Очень короткий вопрос. Ну давайте, когда начнем отсюда, берите микрофон. Я думаю, что мы завершим дискуссию, потому что я обязательно выслушаю вас, потому что мы на 15 минут уже задерживаемся. Да. Мы выбиваемся уже из графика, и я боюсь, что мы немножечко затянем. Я задам вам один вопрос, а вы буквально лаконичной фразой, да или нет, ответьте. Понятно, что это будут личные ответы, а не ответы за вашу группу. Скажите, пожалуйста, к 30-му году, как вам кажется, мы добьемся вот этих результатов или нет? Ваш прогноз? Мне кажется, многое зависит от нас, и именно от нашей основы это духовно-нравственные ценности нашей страны. Это тренд. Да. Я надеюсь, я молодой учитель, да? Я надеюсь, что я иду. Спасибо. Мне кажется, что это будет очень неравномерно. Естественно, в каких-то местах это будет достигнуто, там, где, может, педагоги работают, которые горят, которые занимаются самообразованием, постоянно развиваются, и администрация их в этом поддерживает. Конечно, там будет какой-то прогресс. Но я думаю, что 100% этого по всей стране огромные, с разными возможностями, невозможно просто добиться. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я считаю, что да, потому что я не могу анализировать, какое было образование в 2009 году
и какой сейчас. Но я уверена, что за эти 10 лет образование очень сильно поменялось и пошло вперед. Так что я думаю, эти 10 лет тоже покажут себя, и как раз таки появится еще больше молодых педагогов, и все будет отлично. Спасибо. Я думаю, что это возможно, так как потихоньку идем вперед, соответственно, да. Спасибо. Я думаю, что да, но я бы вернула традиционное образование. Спасибо за ваше мнение. Я считаю, как коллега, вот вторая, почему-то я забыла имя и отчество, к сожалению, не всегда и не везде. Не всегда и не везде. Да, к 30-му году, наверное, нет. Возможно, там, где было хуже, станет чуть лучше, а где было хорошо, станет вот как раз современное образование. Итак, мы действительно можем подвести определенную черту, что, в общем-то, у молодых специалистов в большей степени, наверное, все-таки оптимизм по достижению, так скажем, этих результатов. Хотя они достаточно четко осознают, какие препятствия и преграды могут возникнуть при достижении этих результатов. Но самое главное, самое интересное, это то, что каким образом мы можем эти преграды или эти барьеры преодолеть. Я благодарю всех вас, уважаемые участники, я благодарю всех вас, уважаемые спикеры, за участие в этой панельной дискуссии. Если есть какие-то мнения, пожалуйста, подходите ко мне, вы можете их высказывать. А сейчас, поскольку мы задержались с вами на 15 минут, у нас 112-я аудитория, это возле гардероба, организована кофе-пауз. Пожалуйста, проходите, и вы можете... Мы с вами встречаемся в 11 часов в этой же аудитории. Я думаю, что если сейчас будет сессия как раз не Владимировичем, да, плохого как раз на нормативе, но это обсуждается, это реально обсуждается. Виктор Юрьевич, мы немножко задержались. Ну, не прощу, вы же понимаете. Меня смешно заставляете. Вот там куда-то сюда. Вот так, хорошо, ты это что-то в этом сейчас фотографироваться просто пока, чтобы никому не мешать. Сейчас минуточку. Ага, хорошо. А вот Ага, быстро. вам нужно? Да, фотографировка. Сейчас мы быстро позволяешь, так? Даже по... В принципе, форум молодых педагогов должен состоять из одних фотографий. Только молодых красивых девушек сфотографировались и поехали домой. Несколько раз. Так, отлично. Супер.
Фотографируйтесь, фотографируйтесь. Запишем, да? Так. Так, вот на этом слайде я улажу. Вот на этом. Как только его переключу. Ну, вы просто скажете, что вот, которые могут, и я вырезаю потом дальше. Ага. Чтобы изменить всё. Потом вы говорите. Просто как Мы входим по очереди. Так, ну все, про трудовой, это последний с нами. Про трудовой. Да. Он у нас вот это. Да, что у нас еще? И снизить совмещение, все это последнее. Да, у нас сейчас перерыв, но у нас после перерыва Нет, сейчас. Там в 11 детский спектакль поставили с перегревом. Нам не удалось совсем отменить, мы сказали, но нет вопросов. Перегрев. Нет, с нами не просто, чем с общественниками. Не важно, дело в том, что у нас на официальном профсоюзе у нас подписано соглашение. Значит, дальше просто как бы мы с чего начинали переговоры, значит, вот съезд профсоюзов прошел, приехал президент, сказал, значит, мешать действиям профсоюза считаю недопустимым, как это цитату все вытащили. Ну, свой против президента. Когда они начинают искать вот другие детали, например, вот 1000 человек, здесь вот на 500, высчитали площади, какая там, сколько положено, да, нет вопросов. С этим мы тоже научились бороться. То есть мы смотрим, что 500 человек стояло в этом период, а остальные ее заперли. Это все абсолютно решаемо. Вот. Хотя непонятно вообще, сколько там людей. Ну, честно говоря, если бы Монти не приезжал,